Все самое важное и интересное за эту неделю. 3 укуса в лицо и рваная рана на руке. На Водном хозяйский рыжик искусал первоклассника. Неприятная находка. В Ухте ликвидируют очередную несанкционированную свалку. Ищу родных. Жительница Германии попросила ухтинскую администрацию найти родню. Новые окна и ремонт пищеблока. Какими обновлениями может похвастаться школа номер 5? И День учителя в городском дворце культуры отметили праздник педагогов. Подробности прямо сейчас. В поселке Водный произошел очередной случай нападения собаки на человека. В этот раз пострадавшим оказался 7-летний Богдан Харченко. Он играл на площадке в центре поселка с друзьями, когда на него напал пес, который находился тут же, неподалеку от детской игровой. Эта собака всегда там, всегда. То есть мне привели его, уже все лицо в крови, на руке рваная рана, соответственно, была вызвана скорая, нас госпитализировали, зашили. Вот сегодня, вчера были мы на приеме, сегодня нам нужно опять все эти швы вскрывать для того, чтобы обработать раны. Раны глубокие, рваные, то есть у ребенка все гноится и воспалилось. Итог агрессивного поведения животного: 3 укуса на лице, большая рана на руке у сгиба локтя. Помимо того, что мальчишке придется перетерпеть долгий процесс заживления, впереди и курс уколов от бешенства, который закончится в январе. Но и это не все последствия. Мальчику предстоит долгая психологическая реабилитация. У Богдана шок. Ребенок ни с кем не разговаривает, на вопросы медиков не отвечает, на вопросы полиции он не отвечает. Ребенок замкнулся, он разговаривает только со мной и с мужем. Все, то есть папа, мама, все. Он молчит, он только мычит. Собака, напавшая на первоклассника, как утверждает Жанна Харченко, не бродячая. У нее есть хозяева. Родители пострадавшего мальчика даже нашли хозяйку в соцсетях. На странице есть фотки с питомцем, подписаны «Наш Рыжик». Только вот Рыжик имеет совсем недобрый нрав. По словам местных жителей поселка, Богдан Харченко не единственный, кто пострадал от его укусов. Просто в этот раз родные потерпевшего ребенка хотят добиться внимания к ситуации, тем более, что собака эта снова на своем посту. Я позвонил в нашу администрацию, в дежурная служба, если вы знаете, вот, и сказал, что покусала собака внука, она сейчас находится на площадке, покусает еще кого-нибудь. Примите какие-то меры. Ну вот сейчас перезвонил буквально, говорю: девочки, что там по этой собаке, по Водному? Ну мне сказали, наша задача только передать. Дело-то в чем? Дело в том, что мы хотим, чтобы наши дети, внуки спокойно на площадках играли. Дело по факту нанесения ребенку телесных повреждений еще не возбуждено, но семья уже обратилась в полицию. Вчера, 7 октября, была проведена медицинская экспертиза. В Ухте вновь ликвидируют несанкционированную свалку. Очередной сюрприз, вероятно, от дачников, был обнаружен в лесу недалеко от Крахаля. Такие вот подарочки от недобросовестных жителей муниципалитета давно перестали быть новостью. Некоторые попросту складируют мусор прямо в канавах своих дачных сообществ. Отличается этим массив третьих воднинских дач. Также несколько лет назад мы рассказывали о 5 локальных залежах мусора в лесу вдоль трассы на Сосногорск. Но та свалка, на которой наша съемочная группа побывала сегодня, просто удивляет масштабами. Да, на кадрах не видно всего сваленного тут мусора. Его припорошило осенней листвой. Но при уборке обнаруживается глубина примера человеческого попустительства к природе примерно 2 метра. Очевидно, свозить сюда мусор стало доброй традицией ни одного недобросовестного садовода. При этом они не будут ни убирать, ни платить за уборку свалки. Мы эту свалку зафиксировали. Составили акт, определили объемы этой свалки, определили владельца земли, уведомили владельца, передали уведомление, и в течение 30 дней в соответствии с законодательством мы должны, скажем так, подождать время в течение 30 дней. И если владелец земли своими силами эту свалку не ликвидировал, то мы ее должны ликвидировать сами. Ну и в дальнейшем уже все понесенные затраты выставить владельцу.
То есть платить за остатки былой роскоши чьей-то дачной жизни придется совсем не дачникам. Кто свозит мусор в лес, узнают редко. За работу регоператора по ликвидации свалки заплатит Федеральное агентство по управлению государственным имуществом Коми, так как земли эти лесного фонда Ухтинского участкового лесничества. Сегодня на этой территории было убрано примерно 3 кубометра отходов, которые региональный оператор Севера вывез на полигон. В администрацию Ухты недавно пришло необычное письмо из Германии. Жительница европейской страны просила руководство города и ухтинцев найти ее родственников. Так Мелида Боброва, урожденная Бургарт, написала о том, что ее род, переселенных еще в царское время в Одессу немцев, во время войны угнали на этническую родину. В 1945-м они вернулись в Советский Союз. Всем понятно, что пришлось пережить этим людям. Домой в Одесскую область они уже не вернулись. Их расшвыряли в разные концы Союза, большинство, как репрессированные, попали на север. Так бабушка с дедушкой по отцовской линии Мелиды Бургарт оказались в Ухте вместе с дочерью и сыном. Именно их сына, дядю Мелиды Иосифа, еще помнят ухтинцы. Он трудился здесь в геолого-разведочной экспедиции номер 10. Судьба Иосифа Бургарта самого трагически прервалась, потому что, так как пишет Мелида в письме, что он был убит, то я могу сказать уже по информации, которая поступила, что он погиб трагически. Вот. Это было дело на отдыхе. Он пошел купаться, и от сердечного приступа ему стало плохо, и он ушел из жизни. Вот такая история Иосифа. Когда письмо попало в Центр немецкой культуры, сотрудники решили пойти самым коротким и самым современным путем – опубликовать историю в социальных сетях. После этого телефон тут стал буквально разрываться. Дядю Мелиды Иосифа Бургарта помнят многие, как доброго, веселого и отзывчивого человека. Об этом сообщили в Центр его коллеги из Сыктывкара, Екатеринбурга и Нижнего Новгорода. А еще у него была большая семья. Сначала информация была, что у Иосифа было 4 детей, потом уже буквально вот сегодня перед вашим приходом оказалось, что детей было 5. Среди мальчиков младшим был Саша, средним был Евгений, старшим был Франц. Девочки были Елизавета и Елена. Елену старшинство пока еще нам не удалось выяснить, но Елизавета была самой старшей. Именно Елизавета организовала своих сестру и братьев на переезд, покинув Ухту последней. К сожалению, ее уже нет в живых. Письмо Мелиды преодолело немаленький километраж. Таким сильным был зов крови. Только вот искала она совсем не там. Все 5 детей Иосифа Бургарта, двоюродные братья и сестры автора, вместе с семьями давно покинули пределы нашей необъятной страны. Так же, как и Мелида, все они уехали из России на этническую родину в период с конца 90-х по начало 2000-х. То есть родственники, которых искала урожденная Бургарт через наш город, живут с ней в одной стране не 1 десяток лет. Теперь Ухтинскому центру немецкой культуры совместно с администрацией нужно сообщить об этом автору. Вместе с письмом ей отправят фото покойного дяди Иосифа. А также очень ждут, что этот зов, сделав петлю через Ухту, все же будет услышан. И бургарты найдут друг друга уже в Германии. В минувшее воскресенье во вновь открывшемся Центре творчества Корчевского прошел День открытых дверей. Бывший Дом пионеров после реконструкции презентовали уже не единожды, но 2 октября он открыл свои двери для всех ухтинцев, чтобы желающие родители и дети могли увидеть обновленное здание изнутри сами, а также познакомиться со всеми действующими объединениями. Направлений в центре масса, начиная от спорта, туризм, дзюдо, легкая атлетика, заканчивая творчеством. Это танцы различных направлений, классический балет, бальные. С этой недели появится и группа по хип-хопу, прикладное творчество, арт-песочница, вокал, театр, волонтерство и даже блогинг. На данный момент по муниципальному заданию у нас занимается 1300 детей. Проблема в том, что, проблема это и хорошая, и одновременно плохая, что мы почти всех детей уже набрали. Соответственно, нам на данный момент нужны педагогические кадры. Мы с профильным управлением образования решаем сейчас вопрос и об открытии дополнительных ставок педагогов дополнительного образования и педагогов-организаторов.
Ежегодно центр открывает несколько новых объединений. В этом году план перевыполнен, их уже 5. А ведь в Доме пионеров еще был и планетарий. Тут он тоже появится. Теперь готовится техническое задание для закупки. Как только появится необходимая сумма, которую должны предоставить 2 госкорпорации, финансовый лимит будет закрыт, проведут закупку и установят оборудование. Все операции по подготовке закончатся примерно в декабре текущего года. Если планетарий будет технически передовым, то у Центра творчества есть все шансы достигнуть заявленной директором цели. А это ни много ни мало стать лучшим учреждением доп. Образования в России. В неделю, посвященную учителям, в одной из городских школ еще один повод для праздника. К финалу подошел масштабный ремонт в школе номер 5. Здание на Пионер-горе для обучения детей было открыто в 1980 году. Нынешний директор работает здесь с 1997 года. И с того момента крупных работ по обновлению не было. Особенно заботило персонал состояние окон. Во время дождя дождь проникал, то есть сыро было. Но и холодно, потому что ветер дует из окон. Но и эстетический вид. Вы понимаете, прекрасно, старые окна. Мы даже не могли внутренние окна покрасить и помыть, потому что они не открывались. Мы боялись до них дотронуться. Сейчас руководитель учреждения говорит, школа словно заулыбалась новыми окнами. Теперь тут и уютно, и тепло. Уюта в школьную жизнь прибавил и ремонт пищеблока. Столовая также была отремонтирована. Теперь тут булочки пекутся довольным персоналом. Работать стало намного комфортнее. Техническое обновление, очень хороший ремонт. Конечно, все поменяли, плитку на полу, стены, все. Оборудование переставили, как нам удобно. Ну, нам очень нравится. Девочки очень довольны у меня. Помимо вышеперечисленного была частично заменена канализация, система горячего и холодного водоснабжения и водоотведения. 1 сентября открыли обновленный центральный вход, им не пользовались с конца 90-х. Идут работы по укладке нового асфальта, а в ноябре появится и новое ограждение. На этом не собираются останавливаться, в планах обновить фасад здания, а также взяться за обустройство школьного стадиона. Какой бы я ни стал, в каком бы возрасте я ни был, когда нахожусь перед вами, у меня такое ощущение, что я еще маленький школьник, и для меня учителя, они всегда были, вот знаете, вот вторыми, наверное, после Бога, поэтому для меня такие добрый вечер, уважаемые учителя. Спасибо вам за неоценимый вклад в обучение и воспитание молодого поколения. Я уверен в том, мы уже неоднократно об этом тоже говорим, я уверен в том, что потенциал Ухты, который сегодня есть, он намного выше, чем в любых других городах республики. И в наших с вами силах, чтобы этот потенциал молодежи нашего, он выплеснулся, чтобы мы стали действительно первыми. Мы и так хорошими результатами республики здесь сравниваем, но я надеюсь, что мы будем еще выше не только в республике, но и в северо-западе. С праздником нас, дорогие друзья! За многолетнюю плодотворную работу, направленную на благо Республики Коми, почетной грамотой Республики Коми награждена Пенкина Людмила Николаевна, директор школы номер 10. Я от всей души пожелаю вам здоровья, счастья, любви, молодости. Дорогие коллеги, с нашим праздником я всех вас поздравляю. А мы с вами... благодарим за поздравление. Ильиной Алене Гавриловне.